Правительство Коми рассматривает инвестиционное сотрудничество с КНР как перспективное. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Эльман Худазаров, подводя итоги совещания с делегацией компании Polytechnology из Китайской Народной Республики. Гостям из Поднебесной представлен проект планируемых к реализации идей на территории Коми, Архангельской области и Пермского края. Одно из самых громких – проект Белкамур. Напомним, наша республика – первый регион в рабочей программе китайской делегации. Подробнее Анастасия Тюрнина. Сегодня Коми имеет обширные внешнеэкономические связи со многими государствами, но одним из основных зарубежных партнеров вполне может считаться Китай. У Коми и КНР огромный потенциал в развитии экономических отношений, и это рабочее совещание тому подтверждение. Власти Коми видят реальные перспективы в развитии инвестосотрудничества, и это позволяет более эффективно использовать наши ресурсы, промышленный потенциал и увеличить экспорт продукции. По своей структуре значительная часть оборота приходится на импорт из Китайской Народной Республики в Республику Коми. В основном это поставки пластмасс, машиностроительной продукции, изделий из черных металлов. В свою очередь республика поставляет в Китай древесину и продукцию лесопереработки. В Республике Коми и Китайской Народной Республике имеется огромный потенциал в развитии экономических отношений. Заместитель гендиректора Polytechnology Сунь Линь на совещании представил презентацию о компании и тоже подтвердил заинтересованность КНР в сотрудничестве с Коми. Основанием служат богатые ресурсы региона и неограниченные во временном периоде возможности, которые могут открыться для сторон. Компания Polytechnology заинтересована в участии в проекте Белкамур. Мы решили выполнить все задачи. В процессе работы надеемся наладить хорошие отношения. С Белкамуром вместе мы продвинулись очень далеко и уже пришли к переговорам по конкретным тематикам и изучению проектов в российских регионах. В минувшем месяце Белкамур был включен в перечень стратегических проектов российско-китайского сотрудничества. Подписание соглашения должно произойти в сентябре во время визита президента России в Китайскую Народную Республику. А конкретные действия по проекту запланированы уже на начало 2016-го. Кроме этого, китайским инвесторам предложили программу по строительству 2 ЛПК в Коми. Это лесопромышленный комплекс в Троицко-Печорском районе и создание предприятия по производству биоэтанола. В дополнение делегация из КНР рассмотрела возможность участия в строительстве нового аэропорта в Соколовке. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.